Вы смотрите новости на Якутия-24. Сейчас мы подведем итоги дня. Главные темы этого выпуска. Обстановка с COVID-19 в регионе нормализуется. Что делать, если на своем участке ничего нельзя построить? С такой проблемой столкнулись жители ряда населенных пунктов. Бродячие собаки снова терроризируют жителей столичного микрорайона. Гранты на развитие социального бизнеса могут получить якутские предприниматели. Прием документов уже начался. Учить безопасности на дороге с детства. В школах и детских садах республики появились мобильные обучающие площадки. Сегодня, 11 февраля, энергетики центральных электрических сетей Якутскэнерго восстановили электроснабжение потребителей ряда заречных районов на постоянной схеме. Напомню, 3 февраля произошло технологическое нарушение в работе подстанции «Майя», где в результате повреждения кабельных муфт в сетях отключились прилегающие линии. Под ограничение электроснабжения попали потребители Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Амгинского, Усть-Алданского и Намского улусов. Согласно последней информации оперативного штаба Якутии, за минувшие сутки выявлено 80 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске 33, в Мирнинском районе 16, в Усть-Майском 6, Алданский, Нерюнгринский, Тампонский по 5 случаев, Ленский и Эвено-Бутантайский по 3. Еще в 3 районах по 1 и 2 случая. За сутки лабораториями региона проведено чуть более 2200 исследований на коронавирус. Эпидемиологическая ситуация в Алданском районе по-прежнему характеризуется положительными тенденциями. Количество вновь выявленных случаев COVID-19 снижается. У большинства заболевших инфекция протекает в легкой форме. Первые 900 пациентов получили прививки. На днях ожидается поступление очередной партии вакцины. Подробности у Татьяны Вахниной. В ближайшие дни алданцы, вакцинировавшиеся против COVID-19, придут на вторую инъекцию прививочного цикла. Напомним, первая партия препарата Гамковид-Вак в количестве 900 доз поступила в район в январе. Специализированные пункты открылись в больницах Алдана, Тамота и Нижнего Куранаха. Препарат также был доставлен в сельские амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. На сегодняшний день на территории поселка Нижний Куранах привито 250 первых пациентов. Перенесли пациенты прививку хорошо. Поствакцинальными осложнениями пациентов не обращалось в больницу Нижнего Куранаха. В первую очередь меры профилактики приняли медицинские и социальные работники, проживающие домов-интернатов, а также сотрудники жизнеобеспечивающих сфер. Гражданам прививки ставились по предварительной записи. К слову, желающих было много. На вакцинацию алданцы шли активно. Первая партия вакцины была освоена менее чем за 2 недели. Пока запись в прививочные кабинеты приостановлена. Новая партия вакцины в соответствии с полученными заявками должна поступить в наш район. Она уже находится в Якутске, проходит маркировку и должна поступить в наш район до конца недели, либо в начале следующей недели. Соответственно, будет продолжена вакцинация населения, желающего получить эту вакцину. По оценке специалистов, эпидемиологическая ситуация характеризуется стабильно положительными тенденциями. Количество вновь выявленных случаев COVID-19 снижается. У большинства заболевших инфекция протекает в легкой форме. А на сегодняшний день обстановка по заболеваемости новой коронавирусной инфекции стабилизировалась. Отмечается снижение количества заболевших новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 143 человека, 11 человек находятся в инфекционном отделении. Большинство заболевших по-прежнему составляют лица старше 50 лет. Среди детей и подростков ситуация остается стабильной. В некоторых классах превышен порог заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям. Закрытых на карантин школ нет. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алданский район. Доступность лекарственных препаратов, равноправные возможности между всеми участниками аптечного рынка и, главное, безопасность здоровья россиян. Эти 3 направления депутат Госдумы Галина Данчикова назвала приоритетными в принятом в первом чтении законопроекте об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья граждан. Важным решением для граждан, проживающих в глубинке, Галина Данчикова считает открытие уже с 1 июля этого года передвижных аптечных пунктов. При принятии закона у селян и жителей отдаленных населенных пунктов появится реальная возможность покупать нужные лекарства, причем по минимальной стоимости. Законопроектом устанавливается обязанность аптечных организаций информировать покупателей о наличии лекарств по минимальной цене. В
ходе программы «Якутия Лайф» исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Дмитрий Бердников сообщил, что число местных жителей, привлеченных на работы по строительству Ленского моста в республике, составит до 70%. По его словам, с партнерами заключено соглашение, согласно которому они обязуются привлекать к работам свыше 2/3 местных жителей. Сейчас со стороны подрядчиков и партнеров готовятся предложения по перечню специальностей, которые будут востребованы. Первый этап проекта строительства предполагает участие на стройплощадке до 500 работников. На втором этапе количество привлеченных рабочих составит до 2200 человек. Первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков 13 февраля выступит с ежегодным отчетом исполнительных органов государственной власти республики по курируемому блоку. Кирилл Бычков курирует вопросы экономики, инвестиционной и налоговой политики, разработки инвестиционной программы Якутии, организации предоставления государственных и муниципальных услуг региона, а также строительства, развития строительного комплекса и архитектуры, промышленной политики, геологии и недропользования, занятости и баланса трудовых ресурсов. Прямой эфир будет транслироваться на телеканалах НВК «Сахан», Якутия-24 и радио Тетим с 11 до 12 часов 30 минут по якутскому времени. Вопросы во время прямого эфира можно будет задать по телефону 320111. Также вопросы можно отправить на портал Якутия Клик. Центробанк может обязать банки повысить минимальные лимиты на объем операций в системе быстрых платежей до 150 тысяч рублей в сутки. Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября текущего года. По мнению регулятора, это позволит повысить доступность переводов через систему быстрых платежей для граждан. Кроме того, с 1 апреля 2022 года участники системы обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью разработанного мобильного приложения СПБ Pay. Это приложение позволит провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути и расплатиться через систему быстрых платежей в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты. Пользователям портала госуслуг будут предложены новые формы сервисов на модернизированном портале. В частности, появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Мы начали менять форму предоставления самых популярных услуг, но все это будет происходить постепенно. В частности, изменится формат их предоставления. Пользователи будут заполнять заявления в виде ответов на вопросы. Чернышенко подчеркнул, что новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности. В его основе лежат передовые технологии. Объем запросов для обработки также будет расширяться. Якутская база авиалесоохраны начала подготовку личного состава к лесным пожарам. В Якутии 17 авиационных отделений, 24 летчика-наблюдателя и 164 работника пожарно-десантной службы. Они ведут охрану более 30 миллионов гектаров леса. Личный состав якутской базы авиалесоохраны начал подготовку к пожароопасному сезону с начала февраля. В Якутии охраняемая территория на сегодняшний момент составляет более 30 миллионов гектаров. В прошлом году она увеличилась на 10 миллионов. Учреждение существует учебный центр, в котором готовят специалистов по тушению пожаров, парашютистов пожарных, десантников пожарных, вальщиков леса и ряд других специалистов, которые необходимы для выполнения всех поставленных задач. В непростой ситуации оказались жители, чьи участки попали в так называемую зону затопления. На сегодняшний день определено 123 населенных пункта по региону и 8 зон на территории Якутска, где ограничено использование земельных участков под жилищное строительство, находящихся в этой зоне. Проверить адресный список участков, попадающих в эту зону, можно по кадастровой карте Росреестра. И что делать, если ваша недвижимость попала в злополучный список? Все это выясняла Ульяна Шагина. Продав единственную квартиру в столице, многодетная семья Амосовых решили строиться в селе Пригородное. Благо новый детский сад и школа в шаговой доступности. Но не тут-то было. Участок купили, а разрешение на строительство дома так и не получили. А все из-за того, что эта часть села подпадает под зону затопления. Вот по сей день мы арендуем жилье. В дом пока не заехали. Регистрации нету. Что нам делать?
В такой ситуации сегодня огромное количество человек. Запрет на осваивание земельных участков, подпадающих в зону затопления, был утвержден федеральным центром еще в 2016 году. Региональный список уточнен в августе 2020 года. В него попали 123 населенных пункта Якутии. Те, у кого есть, они остаются. Те, кто будут строить или получать земельные участки в зону затопления, сейчас невозможно. Для того, чтобы выдать такое разрешение, участок необходимо обеспечить береговой защитой, либо дамбой, либо шлюзами на случай выхода воды. Только в этом случае у органов местного самоуправления появляется возможность обратиться в уполномоченный орган, чтобы провели повторные обследования и изменить территориальные зоны. Это не наше полномочия по устранению этих зон. Да? Мы должны провести, получается, мероприятия. Только тогда мы сможем их исключить. В столичную зону затопления сегодня попали 8 населенных пунктов. Это территории, расположенные вдоль берега реки Лены. Часть промышленного округа, Старая Табага, Хатасы, Пригородные, Тулагина, Сырдах, Кангаласы и Владимировка. Перед покупкой участка в этой зоне в первую очередь нужно сверить его по кадастровой карте Росреестра. В кадастровой карте Росреестра они уже там отражаются. И если у гражданина земельный участок попадает на такую зону, то в любом случае разрешения пока не будет. Решением проблемы могло бы стать и внесение изменений в действующий закон, при котором собственникам разрешили бы приподнять дом за счет свайного фундамента или в целом территории участка выше границ зоны затопления. Нас заверили, что работа в этом направлении также ведется. Мы получили письмо Министерства природных ресурсов, где нам ответили, что наши предложения приняты и будут рассмотрены в Совете Федерации, Российской Федерации. И мы ждем внесения изменений и рассмотрения этих предложений. Берегоукрепительные работы также вызывают сложности. И без помощи федеральных вливаний проблему не решить. В этом направлении Минэкологии также ведет работу. К примеру, сейчас направлена заявка Федерального агентства водных ресурсов на строительство береговой защиты города Верхоянска. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Так жить невозможно. Жители птицефабрики бьют тревогу. Их микрорайон буквально оккупировали стаи диких собак. Каждый день местным жителям приходится не только встречать детей со школы, но и вооружаться по пути на работу. По словам людей, и дня не проходит без нападения собак на человека. В проблеме разбиралась Саргалана Неустроева. Никогда такого не было, и вот опять. Жители микрорайона «Птицефабрика» ежедневно вынуждены вооружаться палками, камнями и тяжелыми сумками. Это не средневековое линчевание, это настоящая жизнь. Познакомьтесь, Шерхан, гроза района и беспринципный вымогатель. Совсем недавно он напал на женщину, однако для сотрудников отлова пес оказался практически неуловим. На меня один кобель набросился, он мне, получается, вот пуховик лапой задрал и укусил вот здесь. Хорошо, он мне пуховик не порвал. И, соответственно, там я никаких ранений не получила. Мы вызывали отлов. Я объяснила, разъяснила то, что этот пес агрессивен. Но получилось так, что его обратно отпустили, и он снова на птицефабрике бегает. Это не единственный случай нападения собак на местных жителей. Люди вынуждены буквально подстраиваться под распорядок жизни диких стай, избегать мусорных баков и не выходить из дома по одному. Самое интересное, что буквально за полчаса до вашего приезда сюда приехали служба отлова собак, ходила. Это у меня все зафиксировано и отлавливала этих собак. Но это не решение. Мы сейчас готовим ряд обращений к нашим депутатам, которые должны на правовой основе, на законодательном уровне решить этот вопрос. К слову, даже отлов не помог. И уже через несколько минут наша съемочная группа наткнулась на небольшую стаю, расслабленно нежащуюся на солнце. Проблему действительно необходимо решать на законодательном уровне. Однако что же препятствует этому уже долгие годы? Ну, во-первых, у нас нет стоящего закона для начала. Люди, все собаки, которые на улице, это 90% самовыгул, ненужные, выброшенные. А наказать человека даже ничем невозможно. Вот эта проблема никуда не денется, пока не решится действительно на законном уровне что-то.
Проблема это не только птицефабрики и даже не города. Бродячие животные – бич всей республики. Однако до сих пор никаких мер принято не было. И будут ли вообще? Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск. Жители многострадального микрорайона встретились с руководством управы автодорожного округа. На встречу также были приглашены сотрудники фонда капитального ремонта, управляющей компании «Северная» и ресурсоснабжающих организаций. Жители подняли вопросы признания аварийными ряда домов, обсудили капитальный ремонт зданий в ближайшей перспективе, а также проблему отлова безнадзорных животных. Кроме того, инициативной группой микрорайона принято решение о подготовке дорожной карты для управляющей компании «Северная» по работе с замечаниями. В свою очередь, фонд капитального ремонта озвучил информацию о проведении работ по многоквартирным домам до 2030 года. В республике началась кампания по приему документов для признания бизнеса социальным. По информации Министерства предпринимательства, в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в 2021 году планируется предоставление единовременных грантов в форме субсидий социальным предприятиям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 500 тысяч рублей. Арктические районы смогут получить до 1 миллиона рублей с условием 100% софинансирования предпринимателя на реализацию проектов. Прием документов ведется до 5 марта 2021 года. Общественная организация «Школа третьего возраста» в 2020 году провела онлайн-занятия для 22 тысяч жителей республики. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Как отметили в организации, ежедневно проходят как минимум 4 занятия по разным направлениям. Оздоровительные, обучающие, психологические, фольклорные, декоративно-прикладные и другие. По сообщению пресс-службы регионального Минтруда, в Якутии для создания условий активного долголетия мероприятия идут в рамках региональной программы «Вместе к активному долголетию 55+» и проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», предложенного президентом России Владимиром Путиным. В Северо-Восточном федеральном университете проходит декада родного языка и письменности. В рамках мероприятий Институт языков и культуры народов Северо-Востока России проведет республиканские городской диктанты по якутскому языку и внутривузовский по эвенскому, эвенкийскому и юкагирскому языкам. По сообщению пресс-службы вуза, текст диктантов будет взят из художественных произведений, но отрывок до дня написания держится в секрете. Республиканский диктант по якутскому языку пройдет в прямом эфире на канале НВК «Саха». Отмечается, что городской диктант проводится с 2014 года совместно с Национальной библиотекой Якутии. В этом году он также пройдет в традиционном формате, но количество участников будет ограниченным. Диктант по якутскому языку для студентов и сотрудников университета из-за пандемии изменился. Это будет тестирование через Google Диск. Совет Федерации одобрил закон, дающий детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, бессрочное право получать высшее образование за счет бюджетных средств. Ранее такое право было предусмотрено нормой закона об образовании, срок действия которой был установлен до 1 января текущего года. В Нерюнгри продолжается реализация программ по благоустройству города. Какие планы и задачи стоят перед местными властями на текущий год, расскажет Ирина Кичигина. Несмотря на ограничительные меры, все программы по благоустройству города в прошлом году были успешно реализованы. Напомним, Нерюнгри участвовал в 2 программах – федеральной «Комфортная среда» и республиканской по поддержке местных инициатив. По федеральной программе обустроен сквер в районе средней общеобразовательной школы номер 2, по республиканской была обустроена 1 детская площадка и отремонтировано 3 придворовых территории. По программе поддержки местных инициатив в прошлом году была построена детская площадка, яркая и красивая, на территории нашего дома, Южно-Якутская, 24. Большое спасибо всем, кто принимал участие, кто разрабатывал проект, кто был инициативен и собирал подписи и прочее, прочее. Мы очень рады, дети очень рады, гуляют, довольны. Спасибо. В этом году в рамках программы «Комфортная среда» будет благоустроена 1 дворовая территория, спортивная площадка и уже выделено финансирование, проведен конкурс и определен подрядчик по благоустройству парка культуры и отдыха. Финансирование составляет 43 миллиона рублей. Проект прошел госэкспертизу, проверку Госкомцен и согласование Управления архитектуры. На участие в программе поддержки местных инициатив на этот год поданы 3 заявки.
На сегодняшний день Министерство финансов эти заявки рассматривает, и в конце февраля, в начале марта будут они рассмотрены, и я уверен, что будут удовлетворены. Это дворовые территории, асфальтирование проездов дружбы народов 828, это дружбы народов 10-10-1. Благодаря таким программам город преображается с каждым годом. Но без инициативы и поддержки управляющих компаний, ТСЖ и самих жильцов создание комфортных общественных пространств было бы невозможным. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Благодаря республиканской целевой программе по повышению безопасности дорожного движения учебно-методическая база образовательных учреждений республики пополнилась почти сотней мобильных автогородков для обучения детей правилам дорожного движения. Такие переносные площадки помогают на практике объяснить школьникам и воспитанникам детских садов простые правила перехода проезжей части, закрепить у них навыки безопасного поведения при участии в дорожном движении. С началом образовательного процесса в очном формате сотрудники ГИБДД вместе с педагогами проводят практические занятия по правилам дорожного движения в детских садах и школах. Ребята с удовольствием выполняют роли водителей, пешеходов, велосипедистов, изучают сигналы светофоров, дорожные знаки, учатся определять дорожные ловушки и избегать опасных ситуаций на проезжей части и вблизи нее. Открыты участники автозимника Белькачи в Усть-Майском и Алданском улусах. Об этом сообщили в Минтрансе. С 11 февраля разрешено движение автотранспорта с общим весом до 20 тонн по автозимнику Усть-Мая, Усть-Миль, Белькачи, Кутана в Усть-Майском и Алданском улусах на основании актов открытия и контрольной проверки грузоподъемности ледового автозимника, говорится в сообщении ведомства. Отныне Арктика стала ближе туристам. Согласно приказу ФСБ России, теперь пограничная зона установлена в пределах только Медвежьих островов, Новосибирских островов и острова Песчаного. То есть для посещения, к примеру, Тикси больше не нужно оформлять пропуск. Раньше эта процедура занимала до 30 дней. Напомню, что с 2006 года программа была установлена в прилегающих к морскому побережью населенных пунктах Анабарского, Нижнеколымского, Алайховского, Устьянского, Булунского районов. И вот спустя 15 лет этот приказ утратил силу. В Якутске стартовали репетиции спектакля «Не все коту масленица», премьера которого назначена на 6-7 марта. Режиссером постановки выступил Андрей Габышев, чья последняя работа «Алиса в стране чудес» завоевала премию «Лучший детский спектакль» в театральном фестивале «Желанный берег». Подробнее в сюжете Саргаланы Неустроевой. Костюмы с элементами стиля боха, песни, пляски и, конечно же, искрометный юмор. Новая постановка русского театра под руководством Андрея Габышева точно обещает стать хитом. То есть, несмотря на то, что мы стараемся сохранить все классические каноны, да, то есть мы не решаем ее в чисто классическом виде. То есть я назвал для себя это такое русский метамодерн, что ли, ну, то есть чтобы чуть-чуть отойти от стилистики. Очень интересное такое решение, нестандартное. Как признаются актеры, самое сложное – это вокал. Здесь необходимо знание техники народного пения. Более того, передать через песню и танец настроение не только героя, но самой пьесы – важнейшая задача актера. Очень сложно, и манера именно русская такая. К нам приходит Вера Помогаева, помогает нам с музыкальными моментами. Очень тяжело переключиться. Я привыкла к академическому пению, а тут такая русская манера. Она отличается в проговаривании слов, в выпевании. Совершенно другой мир русский, музыкальный, но очень интересный. Одну из главных ролей в спектакле исполнит Александр Кабунов. Он сыграет Ипполита. Это будет его первая большая роль в вечернем репертуаре театра. Актер признается, очень волнуется и до сих пор не может привыкнуть к вниманию журналистов. До премьеры у нас еще месяц, так что роль все набирается и набирается. Есть какие-то, конечно, уже характеристики именно как героя, но еще цельного такого фундамента еще нету. Какие-то именно черты Ипполит уже выдает в тексте, поэтому от этого не уйдешь. Но все равно какие-то новые характеристики, новые его черты именно от коллег, какая-то подача, что-то и наработки какие-то, и тогда что-то новое, что-то другое появляется.
В этом году Русскому театру исполняется 130 лет. Это старейший театр не только в республике, но и на Дальнем Востоке. И, безусловно, пьесы Островского здесь ставили и раньше. Правда, в таком формате классик предстанет перед зрителем впервые. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Якутия заняла 5-е место в рейтинге регионов России с самой высокой стоимостью свидания. Такие данные предоставил Росстат. При расчете стоимости учли затраты на легкий ужин на двоих в кафе, 2 кофе, 2 билета в кино, поездку в такси на 4 километра и 2 коктейля. Так, стоимость романтического вечера в Якутии составит 2190 рублей. Следом по дороговизне идут Москва, Ненецкий автономный округ и Дагестан. А дороже всего свидание обойдется в Ямало-Ненецком автономном округе. Его стоимость здесь выйдет в 2582 рубля. К этому часу пока все новости. Я с вами прощаюсь. И не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.